Цейридика Халчин. Здравствуйте! Врываемся в эфир национального телеканала с жизнью замечательных детей и ее ведущими Саидом И Алиной. Ближайшие полчаса вы проведете весело. и с пользой. Санкт-Петербургский горный университет – первый вуз в России, который начнет учитывать средний балл аттестата наравне с ЕГЭ. Он будет переводиться в 100-бальную шкалу и учитываться при поступлении в качестве одного из обязательных вступительных испытаний. Как интегральная оценка, ее внедрили, уже началось? Без паники, это инициатива самого вуза, остальные пока молчат. Тебе-то чего переживать? Ты на отлично учишься. А я... А у тебя появится мотивация потянуть свои знания. Спасибо. Сегодня в выпуске вы узнаете, кто написал первый роман на ингушском языке, как попасть в самый сложный вуз России, что общего у Василия Верещагина и Хожи Ахмеда Имагожева, и как не перепутать дни недели на ингушском языке. Мы продолжаем готовиться к декаде ингушского языка. Сальма провела опрос и узнала, какого ингушского писателя больше всего любит съемочная группа «Жизни замечательных детей». Попробуем угадать. Он написал первый роман на ингушском языке, любил детей и часто посещал театр. В одном даже хранится его кукла. Голубые, как небо, глаза, благородная седина волос и добрая улыбка. Уже знаете, о ком идет речь? Нет? Тогда смотрите рубрику «Закладка». Сюжет о таинственном ингушском писателе мы начнем с Национальной библиотеки Ингушетии, в которой хранятся практически все произведения Саида Чахкиева. Да-да, именно он написал первый роман на ингушском языке «Золотые столбы», а еще «Волчьи ночи», «Чаша слез», «Только так», сборники стихотворений, повести и рассказы. Мы постоянно работаем с его наследием, и нужно сказать, что он один из любимейших поэтов, писателей у наших читателей. Мы это отмечаем с удовольствием. Мы и сами его любим. У нас есть почти все книги Саида Чахкиева. Это огромный фонд, потому что он автор многочисленных сборников. Он до последнего своего дня писал, творил. И все это издавал. Он был оценен на самом высоком уровне. Произведения Чахкиева на уроках ингушской литературы изучают во всех классах. Младшеклассники читают о приключениях Идига и Мадик. Ребята постарше переживают за судьбу Маржан и ее детей в крошках хлеба. А выпускники знакомятся с печальными страницами ингушского народа через роман «Золотые столбы». شكينا عن إدريس السيد بين مخار جاخ علامتي خلواخر خنطالي شولجوا يوازن خوشتقي هتا زواخر خل خندلي بين سويتار علامتي يحقانزي ويتحت باجو ويتحنا ويشكولي دقة ليتراتور غياز دي دوتسرجد قاستا بلغدحق قاستا دراس بخيلش قاستو ماق غورل جاخ цуяз я дуцры вайкам сибарих дагачха лейнжо хало азып шилл моцл здариге хабил булду ақыш қастеш бериш да ецл бериш дақетл мел хало лейневый дяш цанхар за аста чах алямати бериш тез бериш чахты ецш бериш тез дулыш дуцрдацин. Саид Идрисович был не только писателем, но и драматургом. Его пьесы до сих пор ставят в ингушских театрах. С большим удовольствием Чахкиев писал для маленьких читателей. Его «Горская сказка» стала основой для пьесы театра юного зрителя «Не бойся ничего, Зураб». Постановка каждый раз собирает полный зал, и десятки детей надеются, что в битве между Вамполом и Зурабом победу одержит последний. Был такой персонаж Вампол, который при рождении двух детей, двух мальчиков, ворует этого мальчика одного и увозит его в горы. И когда сын начинает расти, и его друг Назир, которого я играю, он говорит своему другу: что ты до меня дерешься все время?
лучше бы спас своего брата. То есть только тогда, в тот момент, брат узнает, что у него был рожденный с ним близнец. История, которая описана в этой пьесе, она уходит к нарскому периоду, когда люди превращались в зверей, звери превращались в людей. И не случайно, наверное, Саид обратился вот именно к этой истории. И она действительно занимает нашего зрителя. Они всегда с большим удовольствием приходят на этот спектакль. Мы его воспитываем, что если друг и брат попал в беду, что обязательно найдется добрый человек, который поможет, окажет помощь и протянет руку. Как только заходила речь о детстве, о спектаклях, о его произведениях или что-то такое, он тут же переключался, и ты уже не видел в нем ни министра, ни взрослого человека. Он был такой же маленький ребенок, как с каким-то своим интересным видением. И видно было по глазам, что этот человек горит именно этой тематикой. Хотя у него очень много интересных, ярких произведений для взрослых. Писатель оставил после себя более 30 книг, включая стихи, рассказы, пьесы и романы. Его произведения переведены на русский, казахский и другие языки. Саид Чахкиев – классик ингушской литературы, чье творчество вдохновляет новые поколения читателей. Хига долждок, тахан хансхара хихр хочен. Дикр да эмоцияна сумел хига долждок, цумайн ас игр халк алштай эндштай пара, цувайни тайол жоганс зюацеиш. Збиршт хихр, збиршт царкет должтай пар, цан чам хоболчтай пар, цар сдать ец должтай пар, цан стахихр. Всем привет, я королева Англии. Самая красивая, ну после нее, конечно, и после нее. Так, вот сегодня я буду рассказывать про своих друзей. Это мой муж, это, я не знаю, кто такой, это брат вон того мальчика, это глава, короче, старичок, а это блогер, который снимает крутые тренды. Куклы-актеры после встречи с Альмой остались в легком шоке. Почему? Потому что теперь они разбираются в кей-попе и знают тренды ТикТока. Берегись, скоро сам на корейском запоешь. Я начал слушать корейцев еще до того, как это стало мейнстримом. Ты про BTS и Чонгука? Я про Виктора Цоя. Около 40 тысяч квадратных метров, 106 залов, царевна-лебедь, утро в сосновом лесу и девочка с персиками. Все это Третьяковская галерея, одна из самых известных сокровищниц мировой живописи, история которой насчитывает 168 лет. Здесь вы можете познакомиться с незнакомкой Крамского, искупать красного коня Петрова-Водкина и увидеть Ивана Грозного, свеженького, румяного, аккурат после 6-летней реставрации. В фонде 200 тысяч произведений, от икон до авангарда. Каждый год залы посещают более 1,5 миллиона человек. Известному меценату было всего 24 года, когда он приобрел свою первую картину – «Стычку с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Следующим приобретением стало «Искушение» Николая Шильдера. Павел Михайлович был страстным коллекционером. Если он хотел купить картину, его не останавливали ни высокая цена, ни даже риск вызвать недовольство императорской семьи. Известны случаи, когда предприниматель отказывался уступить понравившееся произведение самому Александру Третьему. Мечтой Третьякова было собрать галерею портретов великих современников, художников, композиторов и писателей. Льва Толстого уговаривали 4 года. Сопротивление сломил художник Крамской. Сказал писателю, что его портрет все равно напишут лет через 50, и наверняка плохо. Лев Николаевич сдался по-хорошему.
Свою коллекцию в Москве Третьяков подарил в 1892 году. Тогда здание галереи выглядело скромно. Знаменитый фасад, сказочный терем по рисункам Васнецова, появился позже. Сейчас в собрании музея больше 180 тысяч картин, скульптур и гравюр. В залах выставлена всего 1/10 часть. Остальные шедевры ждут своего часа в запасниках. Прогуляться по столичному музею можно и на расстоянии. На официальном сайте галереи работает раздел «Моя Третьяковка». В открытом доступе 8585 картин. Шедевры Васнецова, «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке», «Грачи прилетели с Аврасова», «Охотники на привале Перова» и даже самая дорогая картина музея «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича. Кроме этого, на сайте просветительского медиапроекта «Лаврус», созданного музеем, есть образовательные онлайн-курсы. Отдельный проект «Музей по соседству» посвящен малым музеям в составе Третьяковки. В социальных сетях пользователям доступны онлайн-лекции научных сотрудников музея, концерты, кинопоказы и трансляции прогулок по залам Третьяковки. Онлайн-выставки проходят и в жизни замечательных детей. Не по Третьяковке, а по выставочной галерее Ингушетии. В постоянной экспозиции музея более 80 картин 13 ингушских художников. Любите баталистов? Познакомьтесь с работами Хожахмеда Имагожева. Восхищайтесь Айвазовским? Посмотрите, как нарисовано горное озеро в картине Софьи Киевской-Целоевой. Вглядываешься в нее и будто слышишь шум воды и шелест листьев. Выставочная галерея работает в 6 дней в неделю. Вход абсолютно бесплатный. Обязательно посетите выставку, посвященную столетию ингушской государственности. Мне очень понравилось. Ингушские школьники стали участниками зимней школы по фундаментальной физике и математике Московского физико-технического института. Целую неделю ребята посещали лекции, участвовали в практических занятиях и выступали с собственными докладами. Их наставником был Тагир Аушев, российский ученый в области физики элементарных частиц, заведующий лабораторией физики высоких энергий МФТИ, профессор Российской академии наук. Подробнее о поездке расскажут сами ребята. Они уже в нашей студии. Привет! Привет. Тут стоит отметить, что в школу МФТИ поехали 13 участников, но вместить в студию жизни замечательных детей мы смогли только 2. Поэтому вам придется говорить за остальных 11 ребят. Окей. Как вы попали в школу МФТИ? Была какая-то олимпиада, отбор или принимали всех желающих? Ну, изначально Кванториум всех оповестил, что будет такая школа, что будет такое событие. И желающие подали заявку, а там уже путем отбора нас выбрали команду, сборную, так сказать. Было разделение? Одни изучают физику, а другие математику? Или вы оба предмета изучали? Ну, в основном мы изучали и тот, и другой предмет объединенно. Но в нашем случае больше уклон был на физику, нежели чем на математику. В младших классах они проходили матанализ, интегралы, производные. Насколько физика в МФТИ сложнее, чем физика в школе? Ну, физика в МФТИ — это совсем другой уровень, если сравнивать. В школе, конечно, все-таки немного все поверхностно. Там МФТИ одни из самых лучших профессоров, учителей, и объясняют доходчиво, интересно. И их много, так что если вам один не понравился, вы можете поменять. Поэтому отличаются конкретно, скажем так. Вы повезли в Москву 5 проектов эксперимента. Какие? Первое — это измерение ширины волоса. Далее солнечный элемент. Модуль Юнга, математический маятник и искривление света. Угу. А какой из проектов был вашим? Моим проектом была 7-я задача «Солнечный элемент». Там нужно было построить самодельный фотоэлемент и на основе него провести эксперименты, найти зависимость выходной мощности от угла падения света, от интенсивности и от температуры.
Очень интересно, но ничего не понятно. Ты сможешь объяснить? Конечно. Вообще солнечный элемент — это прибор, который преобразует энергию свет в электрическую энергию. Это, как бы, можно сказать, часть солнечной батареи. Угу. Стало понятнее или еще хуже? Стало понятней. Ну, там уже по-другому не скажешь. А какой проект у тебя был, Ахмед? У меня было искривление света. Это объяснить? Давай объясним. Ну, сам по себе свет не искривляется, он просто проходит по искривленному пути. Просто у нас по теории относительности, общей теории относительности, у нас пространство неоднородное, и оно может искривляться. Ну и свет, проходя по этому искривленному пространству, тоже искривляется. Угу. Это очень интересно. Но непонятно. Не, вроде понятно, мне понятно. Окей. Мне тоже понятно. Ваш наставник был наш земляк Тагир Аушев. Насколько он крут? На все 100%. А в чем проявлялось его наставничество? Ну, он в тот же день нас встретил в лабораторной своей, помогал нам с презентациями, с этими докладами, хотя мог это вообще не делать. Ну, у нас были подготовки к физбоям вечером, они проходили в МФТИ. Он помогал, делал какие-то замечания по поводу наших работ. Это очень помогло. Да, у человека мало времени, но он все равно нас нашел, и даже если он нам как бы теоретически помочь не мог по правилам, то ментально, там, морально как-то такая большая поддержка была. Угу. Участие в школе МФТИ дают какие-то плюсы при поступлении? Скорее, просто знакомство. Именно поступление в вузы баллы дополнительные нам не дают, но знакомство с преподавателями. Таким способом мы можем зарекомендовать себя, показать, на что мы способны. Это мощный опыт. Причем ребята все очень натренированные, и все увлекаются физикой. И в целом ты в сообществе тех людей, с которыми ты имеешь общее хобби. Не скучен ли вам школьный курс математики и физики после школы МФТИ? На самом деле нет. В любом случае узнаешь что-то новое. Это всегда полезно. Но вот у них в гимназии классный учитель. Да и у нас прекрасный учитель, но я как бы, наверное, мешаю ему своими этими вопросами всякими. Пытаюсь как-то все больше и больше. Хотя у нас в школе делают все, чтобы у нас как бы популяризировать физику. Ну и я, наверное, им мешаю преподавать немного, поэтому не скучно. Какой бы совет вы дали ребятам, которые хотят связать свою жизнь с физикой? Ну, у нас вообще, если такое предисловие небольшое, вот эти школы, которые мы сейчас посещаем, они ежегодно проходят. И сборная всегда меняется. Мы сейчас выпускники, мы уходим, нам нужна новая команда. И мы пытаемся с кураторами их быстрее всех найти. Поэтому ребята, которым нравится физика, имеют большие шансы на получение вот этого опыта классного. И наши кураторы вовсю стараются найти тех, кто желает это, желает получить этот опыт. Там даже вот Парагульков посидел, пока искал и нас тренировал. Поэтому совет такой, ребята, которые туда поедут в следующем году, надо быть открытыми максимально. У нас есть такая привычка, если мы что-то не знаем или стесняемся, мы как-то пытаемся замкнуться и не показать, что мы немного там что-то не знаем. А по факту просто максимально быть открытыми, стараться поймать и найти новых друзей и познакомиться с новыми учителями. Спасибо, ребят, что посетили нас. Мы узнали очень много интересного. Желаем вам удачи в изучении физики и достижения успеха в будущем. Спасибо вам, тоже много гостей, интересно. Хойшон. Утро. Ири. День. Ди. Вечер. Сейри. Ночь. Биса. Понедельник. Оршот. Вторник. Шинер.
Среда. قيارة Четверг. ييرة Пятница. إرسكة Суббота. شوات Воскресенье. كيرندي Времена года. شرخانش Зима. А Лето. أخكة Осень. جيري Весна. بعستي Хойшон. Что ж, друзья, на этом наша программа подходит к концу. В следующих выпусках будет еще интереснее. Не пропустите. Увидимся с вами через неделю. До новых встреч! Мяш Элт. А как нам смеяться? Ха-ха. Big Bang и G-Dragon, да? Мы-то готовы. Ой. Пусть она смеется. Что-то идет Как-то это очень странно. стримом. А на камеру говорю вспыльчивый и взрывоопасный? Говорю. Что со мной? А то есть, когда она фалит, вы ничего не говорите. А сразу, как я, красная карточка. Я думала, это шутка. Я думала, это серьезно. Я немного с каменным лицом шучу. Если я как конь буду смеяться, тут петличка лопнет. Ты по математике? Давай, ты даже номер моей бабушки не помнишь. Если ты позвонишь моей бабушке, она скажет: этот мальчик, это просто высота. Но мне она говорит, что я самый плохой в мире.